Здравствуйте. Здравствуйте. Вы желаете ответить на вопросы журналистов, на несколько вопросов? Что, пожалуйста? Да, пожалуйста. Агентство ВНК, корреспондент ДСУ. Можно несколько вопросов? Да, пожалуйста. Получаете ли вы письма поддержки Я прошу прощения, не расслышал. Получаете ли вы письма поддержки от жителей Республики Коми? Все 5 лет получаю. Получаете. Если секрет, и не называя имен, так ваши коллеги или кто это, что за категория? Да, абсолютно разный круг. Есть люди, которых я вообще не знал до момента вот этих событий, которые произошли. И благодаря этим событиям я только и познакомился в переписке с ними, что все республики пишут. Отношения с Акаменкой в Тверской колонии и в Сатыкаре. Да везде всегда нормально и ровно. А вот в Сатыкаре как на вас, как на бывшего губернатора реагируют? Да никак не реагирую. В заключении все равны. Что бы вы посоветовали властям Республики Коми? Ну, я думаю, что власти Республики Коми и без меня разберутся, что им делать. Хорошо. Вам еще сидеть 6 лет. На что вы надеетесь? Если надеетесь, что вам дает силы? Какой срок? Я хотел бы уточнить. Приговор суда гласит о том, что у меня срок 11 лет строгого режима. Но это не значит, что я с этим согласен. Я продолжаю, соответственно, бороться за пересмотр своего дела. Впереди есть еще инстанции, которые должны свое мнение высказать, да, по обоснованности или необоснованности этого приговора. И поэтому сколько по этому приговору мне находиться в заключении, пока говорить рано. А поддерживало и поддерживает меня всегда одно. Абсолютная уверенность в том, что это дело совершенно не основано, решение по этому делу совершенно не основано на законе. И, соответственно, я чувствую и чувствовал за собой и правоту, и уверенность в том, что я не виновен в тех событиях, которые, соответственно, не инкриминировали. Продолжаю бороться с этим решением. Это первое. А второе, конечно, меня поддерживает поддержка жителей республики, родных, близких, друзей. Птицефабрика Зеленецкая стала государственным ОАО. Ваш прогноз по этому предприятию? Не знаю, как на самом деле сегодня выглядят дела на этом предприятии, потому что достаточно давно уже не владею никакой информацией, поэтому никаких прогнозов, конечно, делать не могу, это было бы безответственно. Но очень надеюсь на то, что фабрика будет продолжать развиваться, потому что она действительно очень хорошее предприятие, которое может гордиться нашей сельской хозяйской республикой. Вам известно, где сейчас Зарубин? Неизвестно только то, что он находится в розыске международном. Хорошо. В местах лишения свободы вы встречали бывших региональных чиновников высокого ранга? Что они говорят о своих приговорах, о ситуации в стране? Приходилось встречаться еще во время следствия, потому что я же почти 4,5 года провел в Лефортово. Все громкие дела ведут к тому, что так или иначе высокопоставленные обвиняемые по этим делам проходят в Лефортово, поэтому где-то как-то все равно пересекалось. У каждого свое дело, и обобщать нельзя, на самом деле, подгонять под какие-то общие стандарты. Вот, это во-первых. А во-вторых, главное ведь во всех этих делах осознавать одно, что они все должны рассматриваться абсолютно равно с точки зрения закона. Точно так же, как это должно рассматриваться по отношению к любому рядовому жителю страны. Потому что когда у нас говорят, что закон един для всех, он должен быть един не только с точки зрения возможности предъявить обвинение любому лицу, какую бы должность он ни занимал, но и с точки зрения соблюдения его прав как гражданина при рассмотрении его дела. То есть не может быть такой ситуации, что априори объявляется виноватым человек только потому, что он занимал какую-то должность. Это же ерунда, значит, это не закон, а, как говорил небезызвестный герой фильма «Место встречи изменить нельзя», кистень какой-то получается. Да? Так вот, поэтому нельзя вообще
Все дела разные. Вам предлагали пойти на сделку со следствием, как большинство фигурантов большого дела Гайзера? И, конечно, неоднократно.